Дерево талантов, купеческий сундук, сапоги первопроходцев. Этим летом Сыктывкар прирос арт-объектами, которые должны сделать уютными доселе заброшенные уголки. Новобрачные горожане в порыве радости один из них чуть было не сломали. Женихи ринулись вешать замки на кованое дерево, которое их тяжести не выдерживает. Странно было бы отрицать. Сыктывкар действительно преображается. Александра Маркина поможет тем, кто этого не замечает. Лето 2014-го для Сыктывкара стало поистине легендарным. Количество культурных объектов в столице Коми выросло в разы. Первой городской легендой стало дерево талантов. Символ безграничных творческих возможностей человека, как выразились о нем создатели. На ветвях образы искусства, спорта и творчества. Проект получился поистине народным. Он набрал наибольшее число голосов в муниципальном конкурсе, принять участие в котором, кстати, мог любой желающий. Достаточно было предложить идею. Так в Эжве появились сапоги первопроходцев. В Сеткыркище и Нижнем Чове не совсем художественные, но очень нужные детские площадки. До их возведения местные жители гуляли со своими чадами разве что вокруг дома. Приятное новшество в корне изменило ситуацию. Вечером вот здесь придешь с колясками мамы, они вообще даже уходить отсюда не хотят. Битком площадка, битком. То есть никто отсюда уходить даже не хочет. Дети караул кричат, не уходят. Купеческий сундук из бронзы стал не только арт-объектом, но и своеобразной муниципальной копилкой. Собранные с его помощью деньги власти намерены потратить на благоустройство города. Поставили сундук на улице Советской. В 18-19 веках на ней, тогда еще Спасской, располагались особняки купцов. Представители торговли тогда активно вкладывались в развитие города и занимались благотворительностью. Теперь об этом мало кто помнит. Авторы проекта историческую несправедливость решили исправить. Все мы любим свой город. На процветание нашего города дай Бог, чтобы все было у нас хорошо. Ура! А красный затон теперь украшает памятник ветеранам речного флота. Благодаря им поселок в свое время и появился. Сегодня судоремонтных предприятий уже нет, но память о них жива. А теперь и увековечена. В орбите тем временем начали обустраивать бульвар семьи и мира. Выложили его брусчаткой, поставили скамейки и фонари, соорудили своеобразный вход – арку. Работы здесь только начались и завершатся в следующем году. Итогом станет большая пешеходная зона, где жители столицы смогут просто отдохнуть. До конца сентября город украсит еще 5 новых достопримечательностей. Отметим, что такую практику, когда жители сами выбирают арт-объекты, которые появятся в их населенном пункте, в Коми применили впервые. Необычный опыт столичных властей вызвал интерес и у руководителя региона. Вячеслав Газер даже предложил свой вариант – часы для влюбленных. Очень мне нравится проект «Городские легенды», который запущен в этом году, активно пошел. То есть изюминки внутри города, которые дают возможность людям посмотреть, улыбнуться, прикоснуться к чему-то интересному. Запомнится нынешнее сыктывкарское лето и масштабным спортивным обновлением, вполне логичным для года здоровья. В начале мая городская администрация предложила организациям и инициативным жителям города создать свои проекты дворовых площадок. По итогам комиссия отобрала 500 заявок. Они получили грантовую поддержку. И в июне во дворах столицы появились первые спортплощадки. Позже в Эжве возвели единственную в Коми паркур-площадку. Она обошлась в 140 тысяч рублей. Большую часть оплатил бюджет Сыктывкара, остальное – спонсоры. В этом году администрация выделила средства в размере 3 миллионов рублей для поддержки общественной инициативы, для того, чтобы именно жители города определяли, где и что они хотели бы видеть, и сами участвовали в благоустройстве своих территорий, потому что это повышает и ответственность, и сохранность лучше, так сказать, и мы, в принципе, выполняем, в первую очередь, те пожелания, которые, так сказать, есть у сыктывкарцев. Еще одно событие лета, мимо которого никак не пройти, это открытие детского сада в орбите. Построили дошкольное учреждение на условиях софинансирования на деньги федерального, регионального и городского бюджетов. Это примерно 200 миллионов рублей. Дошкольное учреждение приняло в свои стены 200 малышей. В их распоряжении плавательный бассейн, изо-студия, просторные залы для занятий музыкой, физкультурой и хореографией. С открытием нового учреждения проблема с очередностью в детских садах среди малышей старше 2 лет полностью ликвидирована. Задача президентом ставилась к 2016 году устроить всех 3-летних детишек в садик. Это мы еще в 2013 году сделали.
Поэтому сейчас работаем над программой полуторалетних устройств садик. И эти сады уже работают на эту программу. Поэтому сегодня острота проблемы в Сыктывкаре снята. До конца этого года в эксплуатацию введут еще 3 детских сада. Вообще строительная кампания идет полным ходом. К примеру, на Нагорном проезде снесли дома в рамках реализации масштабного проекта «Городская среда». Здесь скоро вырастут многоэтажки. Часть жителей, у кого жилье приватизировано, как вариант, переезжают во временное жилье благоустроено после строительства на их месте, их дома, скажем так, исторической родине нового дома. По договору с застройщиком могут быть переселены в этот новый дом. Из-за строительства нового микрорайона тепловики приняли решение капитально отремонтировать теплотрассу, чтобы обеспечить новостройки теплом. Но работы затянулись. Подрядчик из Воркуты сорвал все сроки. По графику работы должны были закончиться еще в августе, но объект фирма так и не сдала. Первый заместитель градоначальника Магомед Османов потребовал от подрядчиков до 15 сентября хотя бы заменить трубы, чтобы не оставить без тепла половину города. Строители пообещали в сроки уложиться. Известно, что мы забетонируем, а как ездить по свежему бетону. В воскресенье мы забетонируем, за день не уберет площадь, хотя бы 3 дня. Еще одна летняя кампания «Дорожная». Ей власти муниципалитета уделили особое внимание. Контрольные инспекции проходили регулярно. Все выявленные недочеты требовали устранить немедленно. Вот то, что мы здесь сделали, выравниваешь число пешеходов, надо было отсюда щебенку. Ну потом хотя бы ее связали так. То, что мы сейчас здесь посыпали щебенкой, это было не так. Вот люди говорят, верим. Обязательно проверим. Одновременно идет и ремонт автомобильных дорог. Вместо привычного асфальтобетона по поручению Вячеслава Гайзера в городе используют более прочный, щебеночно-мастичный. Он, конечно, дороже, зато и служит значительно дольше, не менее 7 лет. Всего на дорожные работы в этом году мэрия выделила 350 миллионов рублей. Причем часть средств пришлось занимать в банке. Дороги весной были в столь плачевном состоянии, что Иван Поздеев отметил, цитата, «Мы вышли из зимы, как из бомбежки». Это мост по пути в Красный Затон. Именно здесь в 2010 году была применена технология щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для республики это был своего рода эксперимент. Полотно привлекло дорожников особой прочной каркасной конструкцией и способностью самостоятельно вылечивать мелкие повреждения. К тому же срок службы этого полотна около 8 лет. Подумать только, на дороге спустя 4 года никаких видимых изменений. Специальная комиссия, выезжавшая на место, дефектов тоже не обнаружила. Александра Маркина, Олег Костромин об итогах преобразований столицы.